И сейчас вот абхазское телевидение здесь присутствует. Я вас прошу, донесите, что здесь врагов Абхазии нет. Давайте мы сядем за один стол. Это соглашение, любое соглашение подписывается сторонами. Мы являемся, Абхазия, стороной или нет? Являемся? Вот у нас могут быть замечания к этому соглашению или нет? Могут быть. Соответственно, пожалуйста, учтите эти замечания. Никакого опасного какого-то прецедента в этом нету. Я как практик могу вам сказать, что было десяток разного рода документов, которые приходили с Российской Федерации с одним текстом. Мы совместными усилиями вносили изменения и спокойно принимали. Это нормальная практика. Поэтому еще раз говорю, мы будем со своей стороны, понимая ситуацию в мире, делать все для того, чтобы стабильно пройти этот этап. У нас другие задачи сейчас более важные стоят. Нам нужно сохранить свой этнос, свое государство. Мир бурлит. На части раскалывается планета. Геополитический формат, который сложился по итогам Второй мировой войны, сегодня полностью разрушается на наших глазах. Будет формироваться по итогам этой большой битвы новый мир. И чтобы в этом новом мире мы, как народ Абхазии, как единица, как государство себя сохранили, а не только сохранили, еще сумели воспользоваться, извините, что так говорю, в наших интересах, чтобы закрепить наш суверенитет еще больше для будущих поколений, нам нужно единство и стабильность. Вот мой призыв ко всем. Но если это мы понимаем, это же должен понимать больше, чем мы все вместе взятые, и президент страны, и секретарь Совета Безопасности, имеющий большой опыт, и глава правительства, имеющий огромный опыт. Мы же все это должны понимать. И те, кто торпедирует с российской стороны этот вопрос дачи, они тоже это должны понимать. Главнокомандующий Российской Федерации сегодня в военном режиме находится с утра до вечера. Ну неужели кто-то хочет здесь рассказать в Абхазии о том, что он думает о даче в Пицунде, о своем досуге? Но это же смешно, друзья. Там гибнут наши граждане, в том числе граждане России гибнут, граждане Абхазии гибнут. Ну неужели вы думаете, что Владимир Путин, человек с большой биографией истории, сидит и думает, как же мне устроить себе отдых на Пицунской даче? Ну такое даже транслировать кощунство. Поэтому в этих условиях давайте оставим эту дачу в покое. 12 лет этот вопрос не решался. Еще подождет годик, ничего страшного, до лучших времен. Оставим, отложим. Поговорим о мобилизации. У нас наш враг точит ножи каждый день. Почему мы об этом не говорим? Вот я не хотел...